вот мы снова собрались в этом зале для того, чтобы продолжить наш разговор о преподавании родных языков в условиях двуязычия. Нам очень приятно, что это не просто, скажем, наши желания, а и ваши пожелания, потому что конференция стала востребованной не только в нашей республике, но и в регионах России. И пожелания, чтобы они обязательно проводились раз в 2 года, мы стараемся это держать, но тоже это приятно, что все-таки тот разговор, который здесь происходит, он нужен всем, кто занимается этими вопросами. Я хочу отметить, что на нашей конференции заявились, я точную цифру пока не знаю, потому что даже видите, у нас везде, наверное, если пустое, подходят еще и будут около 160 участников. Присутствует 7 регионов. Правда, к сожалению, в силу разных причин, объективных причин, представительство стран у нас пока из 4 конференций самые малые. Это вот у нас при заместителе представительства Финляндии, которая тоже будет выступать. Регионы наши каменногорские практически все представлены. Но вы еще познакомитесь друг с другом, увидите и по составу и так далее. Сейчас я хочу представить для начала нашей работы, прежде чем мы, скажем, приступим к началу такой некой торжественной части, потом рабочей части, президент, который вот здесь сидит, Лымов Григорий Васильевич, представитель Яновой. С Петроградского университета Истиховская Марина Дмитриевна, депутат Галина Габышева, министр дела национальности, Николаева, заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики, исполняющая обязанности министра образования в Республике Коми Светлана Александровна Моисеева и Ольга Кауткинин, Финляндия. Я лично вел конференцию, скажу, может, кто-то первый раз присутствует. Марков Валерий Петрович, председатель Международного конституционного комитета, член Совета Федерации Российской Федерации. Для начала нас сейчас будут приветствовать дети. Но прежде чем они выйдут, я хочу пару слов сказать. Откуда они? В республике еще с начала 90-х годов начала функционировать так называемая гимназия искусств. Теперь она носит название гимназия искусств при главе Республики Коми. Гимназия искусств это носит название Юрия Спиридонова, первого главы Республики Коми, как настали сказать тоже. И в нем учатся дети, которые живут кто-то в Сыктывкаре, но основная масса это дети из районов и городов, самых отдаленных поселков и так далее. Есть деревни, сел. Дети, которые могут раскрыть свои способности в этой гимназии искусств. Это дети, которые занимаются музыкой, балетом, танцами, драматургией, то есть театральная группа. Есть группа, которая занимается коми-языком, то есть педагогическая группа такая. Это интернат с малых лет, и они проходят весь курс обучения в этом интернате. А дальше выбирают путь самостоятельно. Выпускники этого лицея, окончив самые разные вузы, творческие вузы, консерватории в России и в некоторых других местах, теперь работают
В театр оперы и балета Европы, не только Европы, в Канаде и так далее. И нам очень приятно, что в республике вот есть возможность проявиться этим талантом, которые, наверное, заложены практически в каждом ребенке, наверное, есть талант к чему-то. Вопрос, как помочь раскрыть этому таланту. И вот творческих направлений в республике помогают через гимназию искусств. Ну а теперь вы увидите, какие это дети. И у нас будет выступать образцовый детский коллектив капелла гимназии искусств, художественный руководитель и дирижер Ольга Рочева, концертмейстер Ирина Евтушенко. Они тут у нас будет еще группа, которая исполнит поэтическую композицию. Но это они отдельно будут, когда я объявлю. Вот. А они исполнят 2 песни. И я хочу пару слов сказать, чтобы было понятно всем сидящим в зале. Одна из песен — это песня о родине, музыка Дунаевского, слова Лебедева, Кумача, это вы все прекрасно знаете. А вторая песня — лирическая песня. Песня, еще раз повторяю, лирическая песня. Варвар Шпонцев, музыка и слова Виктора Санина, переложение итальянского хора Илья Занца. И эта песня послужила основой для возникновения гимна Республики Коми. Но еще раз повторяю, они будут исполнять лирическую песню. Пожалуйста.
наши воспитанники театрального отделения. Издревле мы, из рани, древляне ведуны, дремучие зыряне, на воду шептуны. Божилищні панас, дрібляна литим ще двер'я сич зиряна, поворный щамыш ред. Голубоглазый воздух над нашей головой. Из меда мы, из воска, из ягоды живой. С кислинкою, с грустинкою, с куделью бороды, с прозрачной паутинкою, летящей вдаль мечты. Ох, веша, мы еще желе пырпестами нымдой, медпаром мачуркой шпелес, тачкыс кислун и вой. Из нежиты, из знания, из тыня и огня, заряние, соборяние, зеленая родня. Милош вам, память, мугарам утомчас, ми варса соборяна, ми кавич сейчас. Из синевы, из рани, крестьяне, рыбари, лесные соборяне, хранители зари. И был в составе сводного хора России, который выступал первый раз, это было в Санкт-Петербурге на одном из крупных международных мероприятий, а потом был участником сводного хора на Олимпиады в Сочи.
С одной стороны, я очень рада, что наша конференция имела такую востребованность, и столько было много заявок. Я рада видеть людей, которые присоединились к нам после перерыва, но, к сожалению, вот таких несколько стесненных условиях, хотя это все ситуативно и временно. Я сейчас расскажу вообще-то, чего мы добились. Когда мы стали получать ваши заявки, то оказалось, что желающих выступить с докладами было очень много. Вот сегодня здесь работает секция общего образования, школьная, так условно мы ее называем, и здесь же работают преподаватели высшей школы, которых мы захотели также выслушать, потому что они заявились самостоятельно, записавшись на нашу секцию, не стали делать отдельную секцию высшей школы, как это в предыдущие годы было. Потому что тот содержательный материал, который они приготовили, для нас он прежде всего направлен для людей, направлен на совершенствование представления нашего об организации деятельности по изучению языка именно в школе. Поэтому мы объединили, во-первых, ресурсы наши, это раз. Второй момент. Оказалось, что желающих выступить с докладами 39 человек. Ну, я не математик, но тем не менее, 39 на 15 умножаем. Сколько дней нам надо сидеть, чтобы все, даже пусть это очень интересно, но физически это невозможно. У нас есть сегодня 3 часа работы, и завтра с утра с 9:30 до обеда тоже 3 часа работы образования нашего института развития образования. Программно-методическое обеспечение, это культурное содержание образования в республике. Чауланы, Нонавойтер, Мян, Зернин, Кодятин, Тианет, Мян, Войвов, Коми, Му, Юркары. Добрый день, уважаемые участники конференции. Мы рады приветствовать вас в столице нашей республики. Программа «Методическое обеспечение этнокультурного содержания образования» в Республике Коми осуществляет функционирующий на базе Коми Республиканского института развития образования Центр развития этнокультурного образования. В структуре института данный центр существует с 1998 года. Его основная функция – подготовка рукописи учебно-методических комплектов по предметам этнокультурной направленности для общего образования. Я хочу обратить ваше внимание на те буклеты, которые были вложены в ваши папки. Можно немножко смотреть, подсматривать и интересно, наглядно. Коллектив центра состоит из разных специалистов, ученых, методистов и учителей практиков. По государственному заданию Министерства образования Республики Коми и в соответствии с федеральными требованиями федеральных госстандартов сотрудники Центра разрабатывают рукописи учебников и учебно-методических комплектов, руководствуясь концепцией этнокультурного образования в Республике Коми, одобренной приказом Министерства образования в 2010 году. За данный период, то есть за 5 лет, методистами Центра подготовлено и издано 67 наименований учебной и учебно-методической литературы и 4 словаря. Согласно концепции, этнокультурное образование следует понимать не только как изучение коми-языка всеми обучающимися республики, но и как изучение коми-литературы. Кроме этого, составной частью этнокультурного образования является также изучение этнокультурных и региональных особенностей республики в рамках освоения учебных предметов и предметных областей общего языка. На данном уровне изучение коми-языка имеет ярко выраженную коммуникативно-творческую направленность. Данный вариант актуален для образовательных организаций, в окружающем социуме которых коми-языковая среда является ярко выраженной, а коми-язык функционирует в качестве основного средства общения. Второй уровень для обучающихся, для которых коми-язык не является родным языком. На данном уровне изучение коми-языка имеет коммуникативно-культурологическую направленность. Данный вариант актуален для образовательных организаций сельских и городских районов, где сохранена коми-языковая среда.
Третий уровень для обучающихся начальных классов, для которых коми-язык является неродным языком, носит ознакомительно-пропедевтический характер. Рассчитан для образовательных организаций городов и поселков, в которых языковая среда. Важнейшим фактором национальной самоидентификации ученика является также и литературное образование. Основными компонентами школьного литературного образования для учащихся с родным коми-языком являются самостоятельные предметы коми-литературное чтение и коми-литература. Для обучающихся, для которых коми-язык не является родным языком, введены курсы литературное чтение, это для младших классов, и литература для старших 11 классов. Для реализации данного направления методистами центра разработаны программы учебных курсов, в соответствии с которыми разрабатывается книги для чтения, учебные пособия, рабочие тетради. К настоящему времени система подготовки рукописей выстроена на достаточно хорошем уровне. В январе авторские коллективы приступают к порученному заданию, выполняют его до конца года. При этом контроль за деятельностью авторских коллективов руководителем центра осуществляется в течение всего календарного года и сдается за счет средств республиканского бюджета. В условиях модернизации школьного образования усиливается значение технического сопровождения обучения. Учитывая эту особенность нашего времени, сотрудники центра участвуют в составлении электронных учебных пособий, которые выпускаются при финансовой поддержке Министерства образования Республики Коми и Министерства национальной А можно немного погромче говорить? Микрофона, к сожалению, нет. Мой доклад звучит так. Из опыта работы Обского института прикладных исследований и разработок по изучению родных языков. Ну, я расскажу немножко следующее. Так, Обско-Угорский институт прикладных исследований и разработок в течение 25 лет занимается изучением языков ханты, мальти и ненцы, сбором и сохранением фольклора, разработкой учебно-методических комплексов для общеобразовательных учреждений округа. За это время коллективом издано более 450 изданий. Это монографии, словари, фольклорные сборники, учебно-методические материалы по филологии, истории, фольклористике. Вся литература, в том числе и на национальных языках, издается как социально значимая, то есть за счет средств государства, округа. 2005 года в институте издается научно-теоретический и методический журнал «Вестник игроведения». Также ежегодно проводятся 2 конференции, участвуют во многих, но 2 институт проводят ежегодно. В связи с потребностью школ округа учебной литературы по родным языкам отдельным направлением деятельности института является разработка учебно-методической литературы для детей, не владеющих родным языком. Сотрудниками института разработаны и изданы учебно-методические пособия по английскому языку, казынский, сургутский и ваховский диалекты, мальтийский язык и ненецкий язык, лесной диалект. С 1 по 5 класс уже разработаны практически полностью, и в ближайших планах разработка средней ступени с 5 по 9 и с 11 класса. В учебно-методический комплекс входят букварь, азбука, наглядно-дидактические материалы, учебник родного языка, занимательная грамматика, рабочая тетрадь, тестовые задания, сборники заданий и упражнений, книги для чтения. Также изданы хрестоматии по английской литературе, и в этом году уже завершается подготовка хрестоматии по мальтийской литературе. И в ближайших планах наших, как я так предполагаю, у всех, включение учебников по родному языку в федеральный перечень учебников, в которые вошли первые издания были картинки сказки, потом затем мальтийские загадки, и далее были
серия детских сказок на 3 языках. Например, на хантыйском, на хантыйском, русском и английском языке. Также вышла сказка на мальтийском, русском, английском, на немецком. Уже 2, по-моему, вышла сказка. Да. Но этот проект был инициирован для того, чтобы, может, более как-то привлечь широкий круг детей или читателей. Я была здесь в форме республики на международном форуме ФУРО, где одной из пунктов резолюции было провести в округах, на местах своих диктанты на разных языках. Вот, я насаживалась здесь, и эту идею мы привезли. Успешно, я считаю, что реализовали. У нас коллеги Коллеги, нам не слышно, пошлите, пожалуйста. Ну, нам слышно, погромче. Вот помимо вот этого фактора, я хотела, чтобы вы еще учитывали то, что у нас единственная республика Свиногорский, где корейский вепский язык не имеет статуса государственного языка, у нас один государственный язык – это русский. Вот. Теперь я учитывали эти факторы, которые тут нужны. Но у нас в Свердловском государственном университете есть кафедра филологической филологии. Она проводит обучение по 3 направлениям: финский язык, литература, корейский язык, финский язык, литература, вепский язык и финский язык, литература, английский язык. Я буду рассказывать о первых 2 направлениях, точнее сказать, о проблеме этих 2 направлений. Корейский язык и вепский язык. И буду их привлекать, чтобы не повторять просто большое название, называть корейский язык и вепский язык. Но вот это вот эти 2 направления, которые на слайде. Значит, в 1987 году по инициативе Института языка, литературы и истории Корейского научного центра Российской академии наук в Розоводске была проведена научная конференция, на которой активно обсуждались вопросы о возрождении корейской письменности и обучении корейскому языку в школах республики. Было решено, что корейская письменность будет диктоваться на основе латинской графики с опорой на собственное корейское лирическое наречие корейского языка. Через некоторое время начали создавать учебники и в школах приступили к обучению корейскому языку. Спустя год, в 1988 году, в Петрозаводске было проведено большое совещание по проблемам развития культуры вепсов, на котором была разработана программа по возрождению и сохранению вепского народа и его культуры. Первым шагом стало создание в 1989 году общества вепской культуры, которое поручило ученым-языковедам приступить к созданию учебника вепского языка для школы. Качественное школьное обучение требовало квалифицированных учителей корейского и вепского языка, и именно по этой причине приказом ректора Петры Гулу Петрозаводского государственного университета 1 октября 1990 года была создана кафедра корейского и вепского языков. В первый год на направление корейский язык поступило 8 студентов, на вепский 5. В дальнейшем из года в год количество желающих изучать корейский язык увеличивалось, и в 2002 году группы составляли 22-23 человека. На вепское направление стабильно поступало 4-5 студентов. Тенденция многочисленных групп сохранялась до 2007 года. Последние 8 лет количество абитуриентов пошло на сильный спад. Были такие года, когда на направлении корейский и вепский языки не подавали ни одного заявления. Могли бы, наверное, заявляться следующие. Уход языка из семей, уменьшение количества школ, в которых изучаются языки, проблемы с трудоустройством и узкая сфера применения языка. То есть это опять же те факторы, о которых я говорила в начале, что у нас нет статуса государственного языка. С началом снижения набора на корейский и вепский языки были приняты меры для сохранения хотя бы тех единичных желающих обучаться в этих направлениях. С 2008 года было отменено собеседование на корейском и вепском языках. Ранее мы принимали студентов только со знанием национальных языков. Сейчас мы здесь берем уже всех, кто хотел бы к нам подключиться. Знание языка это не имеет никакого значения, то есть мы научим говорить очень хорошо к 4-му курсу. Кроме того, ректор Петр Гулу разрешил обучение в маленьких языковых группах, даже с наличием только одного студента. То есть, если к нам приходит один студент, мы его обучаем. У нас индивидуальное обучение было подано 67 заявлений на 9 бюджетных мест. И в итоге мы зачислили 10 студентов, 8 карелов и 2 вепса. Сейчас кафедра активно работает со своими потенциальными абитуриентами. К началу учебного года уже выполнено несколько выездов в районы Карелии, Каревальской, Лунинской, Пряжевской, и продолжается работа с учениками в школах в рамках школьной академии
и проводится обучение школьников корейскому Татьяна Владимировна, расскажу о подготовке специалистов на нашем факультете. Ранее мы были отдельным факультетом, теперь мы кафедра прибалтийской финской филологии в составе филологического факультета ПетерГУ. И, конечно, наши студенты получают обширные теоретические знания на нашем факультете, на нашей кафедре и по корейскому, кореевскому, и по финскому языкам. И вот Татьяна Владимировна, все предыдущие выступающие успели поздороваться, я поскольку начала сразу с корректировки презентации, не поздоровалась с вами на финском языке. Финский язык тоже должен прозвучать обязательно. Hyvää päivää, rakkaat ystävät. Minulla on ilo tervehtiä teitä Karjalan puolesta. Поэтому сегодня я представлю вам то, как наши студенты получают практические знания во время своего обучения. Поскольку, как вы понимаете, все это мы прекрасно понимаем, что суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет. И вот как зеленеет древо нашей жизни, значит, в Карелии, мы сейчас с вами познакомимся. Но, во-первых, конечно, нужно сказать, что наше сотрудничество со многими, во многих областях с институтом Карен Серан или Института литературы и истории и языка, значит, нашего корейского научного центра Академии РАН началось очень давно, еще с самого начала деятельности нашей кафедры, которая берет свое начало с 40-х годов 20 века, с момента основания Петербургского государственного университета. У истоков создания кафедры стоял известнейший советский финно-угровед Дмитрий Владимирович Бублих, 125-летие которого отмечается в этом году, так что это юбилейный год. И более того, я должна сказать, что Дмитрий Владимирович работал в Петербургском университете тогда, когда наш университет был в эвакуации во времена Великой Отечественной войны в Сыктывкаре, о чем мы постоянно с благодарностью вспоминаем, конечно. И более того, огромный привет передает вам Михаил Ильич Шумилов, ректор нашего университета на протяжении 19 лет. В этом году ему исполняется 90 лет. Он преподает, читает лекции по 4 часа, может запросто прочитать лекцию. И до сих пор работает в университете. И он поступал в университет именно здесь, в Сыктывкаре. Они знакомятся с коллекцией, которая хранится в институте, одной из самых крупных коллекций в России, граммофонных и магнитофонных записей с образцами речи на диалектах карельского и финского языков, на вепском языке, собранными в Карелии и в других регионах. Также они ведут расшифровку самостоятельно и под руководством специалистов ведут расшифровку магнитофонных записей и набирают их в электронном виде на протяжении всей практики. Практика диалектологическая входит в программу, основную программу преподавания на нашей БАЭК. Это реальная жизнь, это практика педагогическая. Во время педагогической практики совершенствуются профессиональные навыки в преподавании финского, корейского и вепского языков. Практика проходит на базе школ Петрозаводска и Карелии. Отдельные студенты выезжают на практику в Ленинградскую и Мурманскую области, а также в Финляндию. Вот, например, здесь практика за рубежом. У нас ребята проходят совершенно официально через университет. Конференция, не только на регуляру, но и многие тезисы, которые я хотел озвучить еще в своем докладе, стараюсь некоторые из них пояснить, либо более раскрыть. Можно погромче? Хорошо. О нормативной базе, на основании которой действует, развивается и общеобразовательная школа, и высшая учебная. Но я хотел бы обратиться как раз к вопросу о тех итогах, наверное, которые мы получили, республика получила
в результате реализации закона о государственных языках. Итак, что мы имеем за практически 25 лет, чуть больше, четверть века реализации закона о государственных языках? Нужно видеть, что количество школ, где изучается школьный язык, за это время увеличилось значительно и действительно, как Светлана уже отметила, на сегодняшний день, в 2015 году, 97% школ Республики Коми осуществляют преподавание коми языка, и из школьников изучают 51 400 человек. В то же самое время, если мы посмотрим, да, я сегодня уже говорилось о том, что у нас реализуются две программы: коми язык как родной и коми язык как неродной, как государственный. Что здесь мы имеем? Здесь мы имеем, на мой взгляд, достаточно печальную картину. И если по образовательной программе коми язык как государственный мы видим за эти четверть века рост с 5% до 77% школ, которые реализуются в данной программе, соответственно, увеличение количества учащихся, изучающих коми язык как государственный, 687 человек до 47 тысяч. В то же самое время происходит достаточно резкое сокращение количества и школ, и обучающихся, которые изучают коми язык как родной. Соответственно, со 153 школ, что составляло 95%, до 77 школ, соответственно, с 14,5 тысяч обучающихся до 4300 человек. Это непосредственным образом оказывало влияние, в том числе и на высшую школу, на профессиональное образование. Приема студентов по данному направлению мы видим, что пик пришелся на вот как раз начало 90-х годов, когда только программа, закон о государственных языках начал реализовываться, пришелся пик выделяемых бюджетных мест на данное направление. В дальнейшем, особенно с начала 2000-х годов, когда в целом по стране началась политика по сокращению бюджетного набора на гуманитарные направления специальности, естественным образом у нас происходит падение не только приема по коми языку литературы, но и по другим гуманитарным направлениям. Это не те направления подготовки, на которые идут учиться, скажем, за плату коммерческие студенты. В данной ситуации какие выходы у нас есть? Жители Республики Коми знают, гостям сообщу о том, что в 2013 году решением Министерства образования и науки Российской Федерации была проведена реорганизация двух сыктывкарских вузов, это Сыктывкарского государственного университета и Коми государственного педагогического института путем присоединения пединститута к Сыктывкарскому университету. Но я знаю, что такие же процессы шли и в Петрозаводске, такие же процессы. Вот, единственное, в Удмуртии, единственное, что у нас сейчас Мариэл и Мордовия еще сохраняют педагогические институты, академии, как самостоятельное учебное заведение. Хотя, разговаривая с директорами из университетов и других высших учебных заведений, виде городов, там, в принципе, вопросы тоже постоянно поднимают. Университет решил достаточно кардинально изменить подходы, которые у нас реализуются к реализации образовательных программ по национальным языкам. И в какой-то мере мы идем по тому пути, по которому уже давно идет Петрозаводский университет. Во-первых, возможность поступления на программу по национальному языку абитуриентов без предъявления требований к знанию коми языка. Еще до 2014 года и университет, и пединститут в обязательном порядке принимал собеседование либо изложение на коми языке. Это существенным образом урезало абитуриентскую базу. В то же самое время мы видим, какое большое количество школьников изучают коми язык как государственный, то есть какие-то элементарные знания по жизни, как сказала Татьяна Владимировна, мы их научим.
владеть коим языком на достаточно высоком уровне. Кроме того, все-таки реализация образовательной программы код язык, литература и английский, либо любой иностранный язык. Либо немецкий, либо французский язык. Значит, школьные учителя прекрасно знают о том, что с этого года введем в обязательном порядке второй иностранный язык. Tervehdys teitä kaikkia. Minulla on paljon intoa ja iloa kertoa koulustani. Rada всех участников семинара на национальных языках, которые изучаются в нашей школе. Это два диалекта корейского языка, епский язык и финский язык. Республика Карелия является многонациональной, многоязычной, как и многие другие республики, на территории которых проживают финно-угорские народы. Любой представитель коренной национальности стремится сохранить родной язык и культуру, надеется на передачу культурных ценностей и традиций из поколения в поколение. Роль школы в этом вопросе неоспорима. Так, в 1994 году в Петрозаводске открылась первая в городе и в республике финно-угорская школа, призвана реализовать конституционное право карелов, вепцев и финнов на изучение родного языка, литературы, истории и культуры родного края. Образовательное учреждение распахнуло двери по социальному заказу общественных организаций коренных народов, просьбам жителей города Петрозаводска, Госкомитета по национальной политике. Ну и, конечно, дети, родители и учителя были очень благодарны, что наша школа открылась. В 2000 году она получила имя известного фольклориста, исследователя Элиса Лёдварда. Школа по своей сути уникальна. Во-первых, она была открыта в городе Петрозаводске, где проживает не так много карелов, вепцев и финнов, знающих язык. Во-вторых, в них изучаются младописьменные языки, которые до 80-х годов считались бесписьменными. В-третьих, мы можем с уверенностью говорить о сквозном непрерывном изучении языка с 1 по 11 класс. В-четвертых, целесообразность школы с точки зрения поликультурного воспитания состоит прежде всего в том, что с одной стороны она обеспечивает единый образовательный стандарт, а с другой стороны приобщает к национальной, этнической, культурной традиции. На сегодняшний день в школе обучаются 919 учащихся. Вы можете увидеть на слайде, сколько у нас учителей, и вот сколько ребят изучают. Министерство лимдене шокшын саламим да транда чулалан бейгза тазалыкым пиалым Потому что у первой выступающей Татьяны Владимировны прозвучало слово «миантен». Я думаю, значит, я оказалась у себя дома. Дальше следующего выступающего про студентов говорили, что у них студентов не хватает. А у нас детей не хватает в школе. Всего 98 обучающихся. При школе еще есть у нас дошкольная группа, там 11 детей. И в соседней деревне структурное подразделение, там еще 8 воспитателей. Вот и возникла такая вот именно, словами Фреда Смита, вам непременно придется проводить инновации, если перед вами будет стоять проблема выживания. Вот в какой ситуации мы находимся. Школа наша средняя, общеобразовательная пока. И введение федерального государственного образовательного стандарта поставит перед учителями множество вопросов и проблем. Наиболее актуальные из них – это по каким учебникам будут учиться школьники в условиях реализации нового стандарта. Изменились требования. Если раньше при изучении предмета предполагалось получение предметных результатов, то новый стандарт требует получения еще и личностных, и метапредметных результатов. Вот. Несмотря на все инновационные процессы и общую модернизацию системы образования в России, учебник остается основным средством обучения. И приказ Министерства образования, вот, который я выставила, Российской Федерации и нашего Министерства образования и науки, именно что требует, что учебник должен отвечать определенным требованиям. Вот вместе со мной приехали сюда коллеги, которые очень активно работают над разработкой,
изданием учебно-методических пособий по государственному языку. Я хочу их представить вам. Это Васенина Оксана Николаевна, пожалуйста, и Рябинина Лидия Николаевна. А также вот вместе со мной она здесь была, Галина Николаевна Сидорова, которая занимается, как бы она выпустила электронный образовательный ресурс, учебник по марийскому языку для 8 класса. Здесь такие замечательные педагоги в нашей республике. И вот по нашей школе, которая примерная программа, я сама буду как представитель. Мастерская сельского учителя выпустили сочинение, аж сборник сочинений честно по марийской литературе. Это наша учительница, это первый тест, я сама выпустила. Другая вот тоже учительница марийского языка по тесту для 8 класса. На марийское отделение вот решила, если 10 тысяч, нельзя ли направить сюда два ученица? Можно задать вам вопрос? Вы издаете рабочие тетради, тесты, пособия. За чей счет? Лаборатория, слушайте. За чей счет люди пишут учебники? Получается иногда и свои вносим. А у нас сейчас, знаете, вот мастерскую, да, мы на свои как бы издали. Сейчас у нас этим занимается наш институт образования. У них как бы есть лаборатория, через них мы издаем эти учебные пособия. За них полностью это было, мы издали очень давно, конечно. Вот сейчас этим занимается наша лаборатория и наше министерство, потому что у нас с ними заключены трехсторонние соглашения. Вас используют как интеллектуальный потенциал. Да, потому что мы учителя практики. Учителя практики, да? Вот когда в Саранске выступала, такой вопрос мастер-класс показала по своему родному языку. И модератор спрашивает, есть вопросы? Есть, поднимается рука. И вопрос, а вы нас научите марийскому вашему танцу? Я уже побежала, оказывается, вопрос еще есть. Именно потому, о чем мы сегодня говорим. Спасибо. Уважаемые коллеги, перед тем, как мы к марийскому танцу перейдем, я хотела бы пригласить вас, во-первых, на кофе-паузу и сделать небольшой перерыв. Заявлено 7 человек. Одна у нас участница перешла в другую секцию, и Вера Ивановна Корякова, к сожалению, не сможет выступить на сегодняшнем совещании, потому что на нашей секции, потому что она участвует в семинаре для учителей. Вот в этом кабинете еще со студенческой скамьи у Раисы Ивановны Вагнер. И я хотела вам просто рассказать, что наш кабинет здесь посвящен Вере Алексеевне Латышевой, которая уехала в Америку. К сожалению, сейчас там находится и не может как бы каким-то консультантом нам быть. А она работала у нас здесь в гимназии. И мы даже собрали все ее одежду, ее все значит, работы, все, что она нам оставила, здесь как бы в большом архиве находится. И мы с ней проводим даже по скайпу и в прямом эфире разные лекции для детей и разные вот такие вот встречи с ней. Но редко, правда, потому что все-таки взрослый человек уже. Вот это к тому, что если вы хотите что-то писать об исследовательских работах со своими детьми, вы можете к нам обратиться по ее каким-то вот, если работам хотите написать, но федеральная государственная новая программа. И мы наши завучи и администрация на совещании говорят о том, что учитель же не может прийти вот в 7 класс и давать урок по ФГОС, а прийти в 8 класс уже там по ФКГОС уже. Значит, то есть все равно какие-то новые элементы и в 8 классе, и в 9 уже, то есть все среднее звено уже охвачено у нас новым ФГОС. И вот сегодня я хотела бы поговорить, вот векторы просто направить, куда мы можем просто обратиться. Я потому что очень много часто выступаю, может, многие уже кое-что слышали, и сильно много повторяться не буду. Если мы сегодня не будем думать только вот о коми-языке, у нас дальше вот такая картина, какую нам господин Пинаевский представил, и с комини родным тоже предстоит. Потому что детям так неинтересно. Вот я на каждой технологической карте, вот каждому уроку я пишу, значит, посредством коми-языка
научить этому умению. Не коми-языку самому, потому что русскоязычные дети и зачастую чисто вот коми-языком самим заниматься не воспринимается теперь ребятами. Новое поколение, новые мысли, новые веяния, и все нужно давать по-новому. И вот мы здесь вот язык понимаем не только как фонетические, грамматические какие-то, а как средство удовлетворения коммуникативной потребности. Потому что вы знаете, ведь вот каждый предмет, вообще каждое слово несет какое-то значение, и очень интересное значение. Его даже само слово можно исследовать. А это ведь творчество, это можно из этого даже вот творчества выйти на такие серьезные учебные проекты, как сейчас уже называется. Вот, причем вот если спрашивают, а какую вы технологию берете, мы только вот подход системно-деятельностный, то есть по системе деятельности идет. Системно-деятельностный на каждом уроке, чтобы оно как бы развивалось, а не вот так вот один урок только творческую сделали, все, потом бросили опять по учебникам и дальше. И поэтому я думаю, что элементы разных технологий мы можем использовать вообще на любом уроке и должны уже использовать, иначе мы потом все потеряем. На самом деле, вот как скажите, как это каждый урок творчеством заниматься? Мы предлагаем разные виды деятельности, начиная от малышей. Вот сейчас только про животных книжку, свою книжку делали. Это легко, это не так сложно. На уроке может даже 3 книжки сразу получиться. То есть, например, буквально неделю назад открытый урок в русской гимназии был, сидело много родителей, и мы им предложили с Мариной Ивановной Вахниной, значит, вот, мы говорим, вы ягоды, грибы изучали, а что с этими знаниями теперь делать? Они говорят, ну, вот сочинение, ну, с 4 класса огромное сочинение ты не можешь писать, а вот книжку маленькую мы можем выпустить. И к концу урока, когда вот первый ряд про ягоды, второй про грибы, третий про деревья, делаем книжку, и в конце вот это вот прямо за 45 минут, но ничего практически не знающие, только ягоды, грибы, деревья, потому что начинающие 5 классы там, 4-е, 5-е, вот. И эту книжку почему-то все время попадает мне под руки, но у нас много уже таких разных книжек есть. Вот это вот про осень, это, скажем, с одного ряда вот это и проходит, да. Значит, там у меня красивая про животных еще есть, потому что кто-то стихами, вот, скажем, ребенок не хочет на этом уроке писать ничего, он обложку делает, он придумывает эту обложку. Вторые, значит, я даю много стихов, они выбирают для своей книжки нужный стишок. Третьи выбрали кроссворд сделать, третий, 4-й говорят, мы хотим текст, а 5-е там и ребусы, а в конце-то получилось, значит, и стишок, и вместе соединили у нас, смотрите, продукт свой. Я им говорю, вы авторы учебников теперь сами, не учебников, извиняюсь, а книжек маленьких, детских, для малышей, для начальных классов, для первых и вторых. И вот, пожалуйста, без основополагающего текста, конечно, не бывает. Что финский язык в начале 90-х годов у нас наши все учебные пособия устарели в нашей республике. И мы пользовались учебниками известным автором учебников, которые были изданы в 1984 году, 90-м и 93-м. И, конечно же, вот возникла необходимость создания учебников нового поколения, чтобы они соответствовали новым государственным стандартам. Время диктует нам новые условия, новые подходы в изучении финского языка, и как родного языка, и как языка иностранного. И в 2009 году, значит, я получила, мне Министерство образования нашей республики поручила, попробовать себя в написании учебника. Я сделала, все это, работа по подготовке первых УМК начинается у нас с 2009 года под руководством бывшего министра образования Ирины Борисовны Кувшиновой, затем специалиста по родным языкам Прудовой Татьяны Михайловны. Она, может быть, раньше приезжала тоже вот на такие семинары, а сейчас продолжает курировать эту работу Васильева Наталья Владимировна, которая сегодня перед вами выступала, от которой все эти годы учителя школы республики при преподавании языков получают помощь и поддержку.
Кружок по журналистике. Кружок по журналистике, хорошо. Так и называется журналистика. Называется юный корреспондент. Юный корреспондент. Это Это у нас Кировский районный центр дополнительного образования. У нас не кружок, мы создавали программу по краеведению. А как вы реализуете его в учебном? Через урочно, внеурочную деятельность. То есть у вас Но не называется как кружок. Элективный курс, да? Но и не элективный курс. Скажите, когда вы ведете его? Когда? Да. В смысле, когда? Ну, программа сделана, вы же как-то реализуете программу. Пятым уроком. Ну, так как урок идет. Урочная, неурочная деятельность. Ну, неурочная Ну, деятельность, это не может, урок. форма неурочная, а так-то в рамках урока. Расписание же. Да, расписание. Ну, и кружки у нас тоже расписание. Ну, вот это же как дополнительно. Объединение краеведения Да, в районном центре детского творчества объединение ПАС. А у нас краеведение от них, от этого объединения. А у Владимира Тимофеевна идет, как у вас называется? Творческое объединение или все равно выходим на кружок. Вот содержание всего 34 параграфа. Можно один? Это тут же есть мутер, это значит словарь есть. Этот словарь, ну, есть вот такие, которые учащиеся плохо знают, но риски, ну, там слова знают. Но там есть вот словарь, это обязательно надо. Этот тест есть в конце учебного года, они могут, как они, ну, как освоили программу. Там 10 вариантов есть. Так, и это схема. Ну, давайте открою я второй параграф, например. Так, это повторение со курса 7 класса, 5-7 классы. Так, вот это, конечно, вот эти я собирала, знаете, по Республике Мариэл, наверное, что, уже знаю, что какие вот надо рисунки. Так, вот в электронном образовательном ресурсе, вот выделенный желтым, да, это теория. Теория. Там написано. Так, есть вот, вот, например, по гиперссылке могут, если учащиеся забыли, как вот разобрать слово, например, морфологический разбор, так, пожалуйста, могут открыть. Открыли. И дальше морфологический разбор, это части речи, так ведь? Значит, например, глагол открыли. Так, ну ладно, нет, оно открывается, но внизу. Внизу надо сейчас нажать. Лес. Да, глагол, например, открыть. Там есть примеры, и есть вот если учащиеся, например, забыли, они могут открыть вот этот, они знают уже, открыть и сразу могут посмотреть, как. Вот, например, глагол, морфологический разбор. И есть тут даже примеры. Вот сначала теория это идет, и дальше идет морфологический разбор. И все эти разборы есть. Ну, закрой, наверное, это, да? Теперь. Наверное, знаете, потому что время. Прием использования insert, дети в первую очередь производят разметку текста, а затем заполняют таблицу. Так можно читать тексты Стефана Пермского в 3 и 4 классах. Это рассказ Козловой опыты и Георгия Лыткина «Жизнь святого Степана», где же Степан вылез. Потому что во 2 классе уже изучается рассказ Журавлева о Стефане Пермском рассказе текста. Раньше, ну и сейчас, конечно, мы пользуемся планом. Это мы ни в коем случае мы его не убираем, но все-таки к плану есть определенные требования, и оно громоздкое, да, по написанию. А здесь можно сделать вот, только существительное последовательно, например, Джеффер. И плывет, увидела зайца, съела его, сделала из шкуры сиденье. Из лисы шапку, из волка шубу, из медведя постель.
да, и открываем, может быть, конец свободным, потому что это фольклорное произведение, и там конец в разных источниках разный. Здесь у нас хороший конец в учебнике, да, но вот мы рассуждали, что если так оставить, то значит книжка хорошая. Но она же убивает и очень практично ко всему относится, да? Может быть, дать вариант фольклорный другой, где он на реке Синда поднимается, да, выплывает и тонет со всем своим скарбом.